Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш стрым. Як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Беларуска Валерія Садоўская, больш вядомая слухачам пад сцэнічным псеўданімам «Такая», апошнім часам шмат працуе ва ўкраіне, ну, можна сказаць, больш працуе ва ўкраіне, але і пра сваіх беларускіх прыхільнікаў не забывае, і сёння завітала на Еўрарадыё, каб прэзентаваць сваю новую песню. Добрый дзень. Здравствуйте. А як все ж таки паміж намі, зразумела, там сцэнічны псеўданім, больш вядомы, але журналістамі як вас называюць? Валерия ці Такая? Все равно Валерия еще часто очень. Валерия, потому что достаточно долго я же выступала все-таки под своим именем. Но я стараюсь так говорить, где-то кому-то пишите «Такая», там, или как-то сокращенно мы называем «Кая», потому что на самом деле звучит довольно странно просто в разговоре сказать «Такая». А что ты там думаешь по этому поводу? Это действительно странно, поэтому приходится искать выходы, но вот приживаемся. Добра, для тых, хто, можа быць, першыню даведаўся пра што існуе такая выбітная спявачка Такая, адкуль пайшоў псевданім? Он появился вообще очень спонтанно. Я думала насчет псевдонима несколько лет, но я не хотела просто, чтобы это было какое-то случайное слово, и чтобы люди ассоциировали меня с ним. Поэтому я очень долго думала, откладывала на потом, пока в один прекрасный день я не решила открыть свой шоурум в Украине, и для него как раз я придумала название «Такая». То есть это была бы женская одежда, и как раз такая, то есть такая разная всегда может быть. И это классное название для магазина одежды, но на этой почве я придумала себе псевдоним, уже не буду его называть, потому что есть, кстати, такая артистка, как оказалось потом. Он очень похож на Такая, только чуть по-другому. Я пришла регистрировать, и оказалось, что тот псевдоним был уже занят, и мне просто вот так наобум предложили, а почему бы вам Такая не зарегистрировать еще как сценическое имя? На что я очень сильно, очень расстроилась, потому что я жила с тем псевдонимом уже, может быть, год в своей голове. И пока ехала домой, все обдумала, и муж мне говорит: слушай, это классное, очень классное слово, оно очень звучное, оно очень яркое, подумай хорошо, может быть, ты все-таки возьмешь этот псевдоним. И вот так я позвонила, говорю: да, давайте его тоже зарегистрируем. Так получилось. Но сейчас я к нему очень, очень привыкла, и мне безумно нравится. Я да чаго спытаўся, ну, з аднаго боку, конечно, каб расказаць людзям такую цікавую гісторыю, а з другого боку, вы, можа быць, чыталі сёння у Михаила Яковлевича Фінберга, спыталіся пра ціму беларускіх, на што Михаил Яковлевич, так як ён это любіць, прамалінейна і сказаў, што не хачу пра яго нічога не ведаць, не чуць, а ўвогуле павінна быць імя, прозвішча і імя па бацьку. Вот тады сапраўдны артыст. То что это такое там? Такая. Ціма беларуская. Поназывали себя. Да, что это такое тут? Я просто скажу, на что я опиралась, когда думала вообще брать псевдоним или нет. Если мы условно возьмем сейчас любую стриминговую платформу, да, или там альбом выходит, даже чисто визуально мы смотрим, вот будет написано «Валерия Садовская». Нет, Валерия Викторовна. Валерьевна. Валерьевна Садовская. Да. Адразу ж павагі колькі будзе да вас. Народная артистка, может быть. Просто люди не хотят сильно напрягаться, они не хотят сильно запоминать. Это лишняя, на самом деле, информация. Кому-то, конечно, есть множество артистов, которые выступают под своим именем, под своей фамилией. Это звучит красиво. Люди уже запомнили, и никакой псевдоним, естественно, если они поменяют, просто не поймут, зачем это делать. У меня, я знаю, что звучная фамилия с именем всегда на сцене это звучало красиво, особенно когда я играла на фортепиано, и тебя вызывают на конкурсе, представляют. Сейчас будет на сцене, сыграет импровизацию Валерия Садовская. Она звучит красиво, но выпускать песни под таким именем довольно странно, особенно если еще название песни будет такое, будет как-то не очень хорошо это выглядеть, я думаю. Ну, глядите, уже все привыкли. Алла Борисовна Пугачева. Это Алла Борисовна.
Добра. Ну, в прынцыпе, я згодны. Тым больш, што на моладзевую аўдыторыю это вот Михаилу Яковлевичу как бы по статусе Да, положено. да, Уже не скажешь просто так, там, Михаил Фимберг, уже Яковлевич, иначе да, и на концерт не конечно. придут. Про музыку. Вот вы узгадали фортепиано. Зараз у вас, скажем, такая не камерная не музыка, не фортепиано, уже не такое вот, все там, как мы любим, там, фрак, там, бабочка, там, Да, все да, такое. да. Як дошли до такого життя? На самом деле, тоже случайно. Я с 5 лет играю на фортепиано и училась в музыкальной школе. Именно профессионально я джазовая пианистка. И очень много было конкурсов. Я никогда не пела. То есть у меня была цель быть пианисткой. Я очень много, ну, фактически все свое время, то есть у меня было свободное посещение в школе. Это, ну, полностью музыка была в моей жизни именно вот за роялем. Но потом, когда уже подошел возраст решать, куда поступать дальше, там это где-то лет 16, родители отчасти настояли на том, чтобы я выбрала себе какое-то более серьезное образование, и поэтому я поступила в лингвистический университет у нас в Минске. Вот. И тогда же примерно я всегда любила подбирать музыку по слуху и начала как-то сама, даже не заметила, как петь. Вот. У меня еще старшая сестра, она тоже певица, была раньше такая достаточно у нас на слуху в Беларуси, пока тоже в Украину не уехала. И, наверное, вот под каким-то таким влиянием я сама, это было не специально, но сейчас, естественно, я совмещаю, я на фортепиано играю каждый божий день, я пишу музыку всегда, и, возможно, где-то я жалею, что я не пошла дальше там по пути консерватории, но это другая дорога, конечно, была бы. Вы ведаеце, у мяне ёсць знаёмыя, якія пайшлі па шляху кансерваторыі, зараз там где-то вот у таких солидных, сур'ёзных камерных оркестрах яны мало зарабляюць. Не надо вам было на этом, по этому шляху идти. Все ж таки, я так думаю, что зараз ну, ёсць такі камерцыйны поспех ва Украине. Я бы не сказала, что это сейчас прям можно назвать успехом. Я только на пути. Вот. Но я не всегда, наверное, буду делать коммерцию, потому что у меня душа не совсем к коммерческой музыке лежит. То есть понятно, что у нас все равно есть какие-то, как бы, их так вроде и не существует, но все равно рамки есть. Есть рамки в виде радиостанций, телевидения, каких-то фестивалей, там, концертов, где не споешь какую-то такую очень узкопрофильную музыку, как себе, например, может Ваня Дорн позволить. И то он это начал делать после того, как он достиг успеха с коммерческой музыкой. Тогда, конечно, ты можешь вообще хоть сделать альтер-эго, и это круто, но это могут себе позволить только такие уже закрепившиеся артисты. Я все равно стараюсь не делать какую-то очень попсовую музыку. Я не люблю вообще это слово попса, но как бы все равно так это все называют. О, что ты там за попсу поешь? Нет бы ты что-то нормальное выпустила. Ну, у каждого свое понимание. Я стараюсь через тексты больше показывать, что у меня не бессмысленные песни. Ну что, мы зараз прэзентуем новую песню ці яшчэ паговорым пра розныя сур'ёзныя рэчы? Давайте поговорим еще. Про сур'ёзныя рэчы. Давай. Добра. Чаму вы самі пішаце і музыку, і тэксты? Да. І вот вы сказали попса, душа, можа быць, і не зусім вот это вот джазавай піяністкі ляжыць да попсы. А чаму менавіта вот такі накірунак выбралі вот зараз для раскруткі, скажем так? Чаму не які-небудзь там не пайсці рок-калектыў, да прыкладу, які-нибудь собрали б свою рок-группу и замутили бы что-нибудь такое больше? У меня не такой бунтарский дух. Ну, это нужно в этом жить нужно, в это нужно верить, в то, что ты поешь. Я пока пою то, о чем я могу сказать, что я могу донести убедительно до слушателей, чем я могу поделиться. Потому что если бы, условно, для меня писали бы авторы другие, в большинстве также практически везде делается. В Украине очень много
классных, известных исполнителей, которые не пишут музыку сами. И для них их менеджеры, их команда выбирает направление, в котором они будут работать. И все это зависит напрямую от авторов. В моем случае я пою только о том, что я сама где-то там прочувствовала, увидела, услышала, вдохновилась. Поэтому не могу, например, пойти петь рок или сделать какой-то... Хотя вот ближе вот как к нео-соулу, вот все-таки это такое больше смешанное с джазом. Я бы хотела когда-то попробовать, но чувствую, что еще пока не готова. А музыку, которую я делаю сейчас, она все равно у нас вот был первый релиз на украинском языке в Беломылову, он был с такими этномотивами, и это ко мне тоже пришло не сразу, это уже как-то под влиянием, наверное, вот я 6 лет уже практически живу в Украине, вот давление все равно чуть-чуть все общество оказывает, потому что там очень много музыки стало именно такой смешанной с народными, с этно-мотивами, и вдохновилась, и вот как-то по вот этой линии пошла. Сейчас уже более коммерческое мы сделали, но следующие песни, которые будут выходить, они возвращаются опять к элементам народной музыки. А народная музыка вот захапіла менавіта украінская, вот что-то такое с подкорки, с подсвядомасці закладзенае бабулямі, матулямі, беларуская не вылезла? Я, честно скажу, у нас семья русскоговорящая, и никогда, кроме как где-то в школе или университете, белорусского языка у меня очень было мало в жизни. Но вот это странно, это парадокс, но проживя несколько лет в Украине, только потом у меня появилась мысль о том, что почему я до этого не делала музыку на белорусском языке. И мы написали одну песню, она была изначально на украинском, но мы пообщались с нашим автором Никитой Найденовым, и он сделал прекрасный перевод этой песни. И вот она у меня лежит уже 2 года. И я безумно хочу ее выпустить, и это случится уже совсем-совсем скоро. Она как раз у нас на очереди, у нас будет 2 версии. И я думаю, что в будущем я по-любому буду экспериментировать, потому что это действительно странно, что я белоруска, разговариваю на русском, а пою на украинском языке. Поэтому пора бы уже спеть и на белорусском. Ну, я вам скажу, нічога дзіўнага ў гэтай няма. Людзі как бы так паглядзяць, паедуць, паглядзяць на іншых, як іншыя шануюць сваю мову, культуру і самі пачынаюць нешта разумець. Вы памятаеце, як, да прыкладу, пасля падзей 2014 года ва ўкраіне, калі раней беларусы ездзілі за мяжу, і там замежнік пытаецца: вы там адкуль, с России? Да, с России, с России. А пасля 2014 года все пачалі беларусы як гаварыць: вы с России? Не, Беларусь, мы белорусы, да. Так что ўсё мяняецца, знешні мір. Сур'ёзныя тэксты. Вот калі ўсё ж таки, так вам не пашанцавала, вы ўвязаліся ў попытую сшутую сцену, а сур'ёзныя тэксты, наколькі яны для папулярнай музыкі актуальны на сёння? Людзі ж прывыклі, прыйшлі, лёгкая музыка, адцягнуцца, не думаючы ні пра што, чашка кафею, я тебе спою, і ўсё, да, там. А тут сур'ёзныя тэксты, наколькі яны ўспрымаюцца? У меня серьезные тексты не в том понимании, что я, например, пою на какие-то такие очень глобальные темы. Просто я пытаюсь работать над каждым словом, чтобы оно не было просто так спето. Вот мы работаем с саунд-продюсером украинским Ник Найкером, и это вот он мне как-то натолкнул меня на такую мысль, говорит: Лера, у тебя должна песня складываться так, что если ты... вот у тебя есть слово, если ты его уберешь, чтобы эта песня так уже не звучала, только тогда это значит, что слово стоит на своем месте. И у нас сейчас действительно, если открыть любой iTunes или Google Play и посмотреть песни, которые выходят, во-первых, эти исполнители, они звучат все одинаковыми голосами, одни и те же посылы, что все где-то тусуются в клубах, там еще что-то. Да, то, что, по сути, интересует молодежь. Эти песни, они классные, они хитовые, конечно, на них очень много зарабатывают артисты, их продюсеры, менеджеры, но это песня одного дня, так, если в общем сказать. Я бы хотела просто очень делать такую музыку, которая, да, у нее не будет какого-то ошеломляющего успеха, но ее можно будет прослушать и через год, эту песню, и через 5 лет.
То есть я пою о вечном, я пою о любви, естественно, о чувствах, которые я испытывала, испытываю, но стараюсь это делать в такой форме не какой-то незаурядной. Вот. И я сейчас экспериментирую, то есть у меня вот в основном писалась музыка на украинском языке, сейчас песню, которую я буду петь, она на русском. Мы решили чуть-чуть держать такой баланс, потому что в Украине, понятно, когда ты находишься, нужно желательно начинающим исполнителям петь песни на украинском языке, но я себе никогда не закладываю установку так, сейчас мы садимся и пишем песню на украинском, надо, а завтра на русском. То есть как вот душа лежит, так и делаю, поэтому... Ну, гэта лагічна. Я просто прыгадаю моя любимая гісторыя про Сашу Кулінковіча, который вот там шмат гадоў спяваў выключна па-расійску. Я ему все казаў: Саша, калі ж ужо па-беларуску нарэшце пачнеш? І ён казаў: ну не гатовы я пакуль, не гатовы. А потым бах, выдае альбом «Танки», і там палова песен па-беларуску. Я говорю: так як же так? Он говорит: ну вот как-то вот само. Угу. Так что спадзяюся, что наступную песню, якую вы прыйдзеце до нас прэзентаваць, будзе по-беларуску. Это как раз она, вот, которую я вам говорила. Ага, да. Ну да, у перакладзе Нікіты Найдзёнава, які, дарэчы, не далі як заўчора быў у нас в эфіры. Таму зараз Валерыю пакідаем тут вот сядзець, а сюды запрашаем спявачку Такая з прэзентацыяй сваёй новай песні. Спасибо. Калі ласка. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй-яй. По тебе скучать, знаешь, как больно. И тебя любить глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй-яй. Погаснет свет опять в твоем парадном. Я, как всегда, к тебе в самом нарядном. И почему опять к тебе хочу? Так хоть руки мне свяжи, я к тебе добегу. И между нами молчание, тень. И в памяти был только тот день. Ты где-то там, а я где-то здесь. И ничего уже не сделать, есть как есть. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй. По тебе скучать, знаешь, как больно. И тебя любить глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй. Дрожью по коже, мы вместе быть не сможем, были неосторожными. И ты кричал мне: «Селяви». Но ты так любишь эти глупых. Я не понимаю, почему ты до сих пор так мною грудишь. Скажи, почему я все еще в твоих глазах тону я. По тебе скучать, знаешь, как больно. По тебе скучать глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй. Скандалы, интриги, драмы. Мы вдыхали любовь, разделяя на граммы. Если это судьба, мы ее убивали на время с другими, тогда мы не знали. Без счастья не нужно ни славы, ни денег. Попасть бы нам на один берег, где только мои руки делали тебя таким нежным. Только твои губы меня такую грешной. Ай-яй-яй. О, дай себя. Знаешь, как больно. По тебе скучать глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. По тебе скучать, знаешь, как больно. И тебя любить глубоко настолько. Ай-яй-яй, да я себя. Ай-яй-яй-яй. О-о. Ай-яй-яй. О-о. Ай-яй-яй. О-о. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Дзякуй вам. Ну я вам скажу шчыра, что для прыхільнікі вот такой стандартнай поп-музыкі напэўна скажуць, что джаз вас сапсаваў. Потому что конкретно адчуваюцца такие вот все ж таки джазовые некие такие нотки, заморочки, мотивы. Уже никуда не уйдешь от этого. Да, что есть, то есть. А давайте яшчэ крыху на іншую тему, музычную, канешне, але вы былі фіналісткай нацыянальнага адбора Беларусі Еўрабачання 2016. Зараз, вот як вы сказали, уже 6 гадоў жывеце ва Ўкраіне. Ну, я так разумею, што мелі магчымасць паўдзельнічаць у украінскім нацыянальным адборы. Чаму не ўдзельнічалі? Не созрела, наверное, так. После отбора белорусского я была 2 раза даже в финале, это был 15 и 16 год. В 16 году я как раз первый раз написала себе сама уже песню. И на тот момент, в 18 лет, мне казалось, что работа была проделана хорошо, и, в принципе, сейчас, даже когда я иногда там попадается это выступление мне на глаза, мне за него не стыдно. Но я понимаю, что представить все-таки страну — это очень, очень важное событие. К нему нужно подойти максимально быть подготовленным. Я не была готова тогда. И даже когда, естественно, в Украине проходят отборы, они очень яркие, очень масштабные, действительно очень много людей смотрят отбор в Украине, но там такой уровень, сумасшедший уровень просто исполнителей, которые берут участие, что если уже о себе заявить, то нужно это сделать очень хорошо. И плюс я не хотела бы покупать там песню специально форматную для Евровидения. И писать форматную песню не хотела бы тоже. Мне до сих пор, я считаю, что песня Джамалы 1944 — это лучшее, что вообще звучало на Евровидении. Это песня, от которой просто до сих пор это мурашки вообще. И это уже больше, чем песня. Это что-то невероятное, космическое, с посылом. Вот и она форматная? Она не форматная. Вот я про то и кажу. В том-то и да. И весь интерес, потому что я бы не хотела писать вот так. Сейчас у нас тут 3 прихлопа, 2 притопа, а в конце сделаем модуляцию, тогда она будет классной для Евровидения. Нет, песня должна... Я хочу, чтобы она написалась сама, просто какая-то необычная песня. И тогда я пойму, что да, вот это она. Я тогда обязательно попробую. Но пока не пришло еще, наверное, время. Ну, нягледзячы на тое, што вы пакуль што не былі, так бы мовіць, за кулісамі нацыянальнага адбора Украіны на Еўрабачанне, то есть не былі удзельніцай, вы глядзелі, вы бачыце і ўжо прафесійным вокам там как-то что-то маглі ацэньваць. Я зараз хочу, каб вы параўналі з беларускім адборам. Вот наколькі вот нават па карцінке, вот как кажуць, калі вот глядзець, як адрозніваецца? Мне определенно очень... Я в этом году была как раз на отборе белорусском, я в этот же день приехала, специально хотела посмотреть. Мне очень нравится, как меняется наш белорусский отбор. По именно, если так можно сказать, вот изначально по продакшену, потому что то, что было раньше, даже когда я еще участвовала, это просто небо и земля. Это совершенно 2 разных отбора. То есть уже сделали, да, и жюри примерно аналогично, как в Украине. Сидят члены жюри на сцене, да, они там, правда, мне что больше нравится, в украинском отборе прямо комментируют вот очень-очень все постепенно, каждую чуть ли не ноту вокалиста, образ, песню, они общаются не только про музыку, а про что вы думаете, что вы хотите донести на этом конкурсе, что вы хотите показать. Здесь этого очень не хватает. Хочется, чтобы исполнителей больше узнавали, то есть узнавали об исполнителе, спрашивали, чем интересуются, как была написана песня, кто писал, потому что авторы тоже зачастую остаются по другую сторону. И мне, как автору, например, я тоже пишу другим исполнителям песни, это тоже обидно. И Никита как-то об этом недавно писал в Инстаграме, меня очень его пост так, прям больно стало вот от этого. И хочется, чтобы больше общались, во-первых, у нас с артистами, и чтобы артисты все-таки серьезнее подходили к выбору песен на Евровидении, потому что у нас есть хорошие песни в отборе,
но у нас это там 2% из, например, всех финалистов, а все остальное это же песни, которые покупают вот на почту, идет рассылка. Да, например, там какие-то шведские авторы каждый год, из года в год присылают вот песни на Евровидение. И у всех артистов эти одни и те же песни на почте. И почему-то в других странах, ну, я уверена, что, понятно, везде есть случаи, где тоже покупают вот так вот, не думая, песню для Евровидения, она кажется форматной, тогда я ее спою, классно сделаю постановку, а на Евровидении все равно другое поедет. Мы же там все переделаем, тогда зачем париться на финале? Мне вот этот подход тоже немного непонятен. Если уже ты действительно настроен, ты знаешь, что твоя песня самая достойная, самая лучшая, ты хочешь представить страну свою на Евровидении, то ты должен от начала до конца вкладываться, от самого первого прослушивания, от качества исполнения песни, а не думать, что да я ж потом подтяну вокал, и бэки нормальные мы поставим, все вот хорошо, только отправьте нас на Евровидение, а потом, ой, а почему не отправили? Ну, потому что людей сейчас тоже не обманешь, и зрительское голосование показывает, что люди устали от каких-то глупых песен, от штампованных песен, из года в год вот эти одинаковые, абсолютно написанные вот так вот просто. Песня должна быть нестандартная, она должна быть какая-то... Во-первых, она должна быть с посылом, а не просто петь про все на свете. Вот. Ну, я там увидела какой-то предмет условный, про него пою. Вы же представляете, во-первых, свою культуру. На Евровидении. Мне очень нравится сейчас тенденция, что Украина ездит с украиноязычными песнями, что Беларусь уже во второй раз поедет. Чакайте, ну наколькі я разумею, і вот писали на украінскіх там і СМІ і соцсетках, что упершыню украиномоўная песня поедет на Евробачение. По-моему, это было еще вот когда Джамала ездила, она пела на крымско-татарском, но все равно это как бы относили, естественно, как своя культура, которую они несли. То есть это все равно позиционировалось как уже что-то свое, а не просто вот написала английский текст и все. Единственное, да, у нее, по-моему, было, если не ошибаюсь, у нее было то ли куплеты у нее были на английском языке. Ну, естественно, это сделано, понятно, чтобы люди, которые будут на самом конкурсе присутствовать, или зрители, они могли понять, о чем идет речь песни, но я думаю, что это не самое важное. Мне кажется, что ты же представляешь свою страну. Соответственно, странно, если ты поешь на каком-то другом языке. Почему тогда не спеть, например, на испанском? Какая разница, на английском или на испанском ты поешь? А вот то, что уже второй раз едет конкретно от Беларуси песня на белорусском языке, это очень здорово. Давайте мы вот про гэтага выканаўца правал паговорым трошку пазней. Мне вот один момант цікавы. Па-першае, ну сёлета вот для мяне, як для журналіста, нацыянальны адбор Беларусі на Еўрабачанне падаўся правальным. В этом году? Да, в этом году. Ну ни одного скандала. Ни одного. Ну, раней же ж, вот что не отбор, абавязкова нейкі скандал. То с журы, то с голосованием, то с артыстами, то яшчэ что-нибудь. А тут на табе, ну, ни одного скандала. И плюс, даже прыгадаць у мінулым годзе, ці па-за летась, мы нават ходили, и душа радовалась, сколько фриков приезжало на конкурс. Да, да. И без голоса, и без всего остального, ну, с такой вот, таким жаданнем, ну, вот, ну, просто вот сердце радовалось, а зараз вот как-то вот не было такого. А наколькі в Украине, вот, ну, калі, ладно, про сёлета не будем говорить, вот як раней, мне здавалася, что такая тенденция, что толпы фриков, какие ввогуле невядома якім чынам на сцэне апынуліся вот на іх праслухваюць, вырашаюць, можа яго, а можа не яго. В Украине такое есть? Там чуть-чуть другой формат. Там получается, если да, у нас все вот сколько, например, 100 заявок, все жюри раньше слушали все 100 заявок, то в Украине это проходит закрытый отбор изначально, то есть просто исполнители присылают свои песни. Есть музыкальный продюсер у самого отбора Евровидения, который со своей командой отсматривает песни. Они не тратят время, как делают у нас. То есть, ну, почему бы нам 2 дня не посидеть, послушать? И причем, что у нас очень редко, когда останавливали песню, их реально дослушивали до конца. Мне просто жалко членов жюри, потому что это невозможно, особенно если ты музыкант. Зачем себя мучить так сильно, если уже сразу понятно, что это не то?
стоп, и дальше поехали. Как на любом, это же конкурс, это как «Голос», это как X-Factor, неважно, это все просто, ну, название другое, одно и то же. Там никто не дослушивает до конца на кастингах. Тебе дают 10 секунд. Если ярко впечатлило, видно, что вокалист сильный, все, дальше. Из этих уже людей отбирают, там, например, 10-15 финалистов. В Украине никто никогда не знает, кто подавался вообще. То есть там всегда 700-800 заявок стабильно каждый год. Это примерно, да, там в 7-8 раз больше, чем в Беларуси обычно отправляется. И нигде в интернете нет списков, кто подавался, их не публикуют. Публикуют только тех, кто, естественно, прошел финал, либо резерв. То есть еще у нас там, например, вот в этом году как было, Руслан Квинт, это исполнительный, музыкальный продюсер как раз отбора на Евровидение, сказал, что мы выбрали того-то, того-то, того-то финалистов, но у нас был резерв, вот такие-то, такие-то исполнители, чтобы люди на будущее знали, что вот еще были там, например, ваши какие-то фавориты, но они не прошли по каким-то определенным причинам. Но в следующем году они будут, например, пробоваться. И нету вот этой лишней информации, что какая-то там баба Зина приехала сама, я сама песню написала, дайте я вам тут спою, послушайте меня. Зачем, тратить время, если это серьезный конкурс? Это же не прикол. Просто наши отборы белорусские, я точно знаю, что смотрят именно вот сам отбор, который проходит, да, вот это с одной камеры, в Украине смотрят в России, но не в плане того, ой, как интересно, какой отбор в Беларуси, а с этого смеются. Ну, именно вот потому что 100, там, не знаю, 100 человек, из них 80 реально фриков. И мне кажется, что правильно сделали в этом году, что все-таки отобрали из всех заявок там 40 человек, и их уже слушали. И то даже на эти 40 человек нашлись совершенно интересные такие персонажи, назовем это так. Ваше меркаванне, вот вы сказали, что вельмі правильно, что, скажем, беларускамоўную песню выбрали и она поедет на Евробачение, а ваше меркаванне все ж таки какие шансы? Я каждый год, вот сколько я смотрю Евровидение, понимаю, что это абсолютно непредсказуемый конкурс, хотя есть другая категория людей, которые говорят, в смысле, он абсолютно предсказуемый, там все понятно. Я ни разу не угадывала победителей, кроме Джамала, вот, кстати, потому что как-то в это все верили, и события, так все это вместе сложилось, там все, в принципе, было понятно. Никогда не угадывала, очень редко угадываю финалистов, потому что очень много зависит от того, с кем страна будет в полуфинале. То есть, мы же все знаем, что, понятно, соседи голосуют за соседей. В этом году у нас в первом полуфинале Беларусь будет, Украина, Россия, Литва. То есть, в принципе, это неплохо, потому что когда, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году Беларусь оказалась вообще одна в полуфинале, то есть там были какие-то совершенно другие страны, Испания, Испания, по-моему, уже там она в финале только. Юг, который к нам как бы не относится, естественно, нам они не дадут вообще никаких баллов, поэтому часто оказывается страна в пролете. Хотя, может быть, даже и хорошая, достойная песня. В этом году, мне кажется, что, по крайней мере, с этой точки зрения шансов больше. Как зайдет песня, непонятно, потому что тенденции вроде меняются, выигрывает то песня совершенно какая-то, типа вот как... Нета была из Израиля, где она кукарекала прям в песне, либо вот как в прошлом году совершенно баллада красивая выиграла. Никогда не знаешь. Но мне кажется, что если ребята еще, они по-любому будут работать над песней, и что-то будут добавлять, и будет какой-то классный номер, потому что он по-любому будет отличаться от того, что мы видели в финале, то, может, все будет хорошо. Будем спадзявацца, што ўсё будзе добра. І на заканчэнне, калі вернецеся ў Беларусь пакараць тут все там ездзіць на дажынкі, там все астатнія вот этой фестывалі, там БРСМ шмат арганізоўвае. Мы на самом деле очень давно планируем сделать уже такие концерты, потому что я тоже в основном пока что я студийный артист, и я только накапливаю материалы, записываю, выпускаю, но каких-то больших площадок, кроме как вот каких-то конкурсов, вроде как там на «Голосе», когда-то была, где я пела не свои песни, у меня не было. Поэтому мы сейчас все делаем для того, чтобы уже начинать концертную деятельность. Естественно, что это будет в Беларуси, потому что
в любом случае, сколько бы лет сейчас я не прожила в Украине, и даже что я пишу песни на украинском языке, аудитория у меня все равно, как показывает, даже если брать банальную статистику где-то в соцсетях, прослушивание песен, но и по ощущениям тоже, конечно, это все находится в Беларуси, поэтому концерты будем делать. Не знаю, когда жинки, но концерты будут, я надеюсь. Ну, як кажуць, можна з'ехаць з Беларусі, але Беларусь з сэрца не выедзе. Так што вернемся яшчэ да нашых сустрэчаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях была спявачка Валерыя Садоўская. Такая. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.